Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. В Якутии могут запретить продажу электронных сигарет. Соответствующий законопроект разработали в Элтумене. В чем вред заменителя табачных изделий и помогут ли ограничительные меры в борьбе с зависимостью в случае принятия этого закона? Об этом мы поговорим сегодня с заведующей наркологическим отделением Якутского наркодиспансера Светланой Шемякиной. Светлана Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, первый и самый главный вопрос. Все-таки сигареты, какие бы они ни были, обычные или электронные, наносят в любом случае организму вред. Но с медицинской точки зрения, если говорить об электронных сигаретах, какой вред наносят именно они? Ну, как правильно вы сказали, что любое курение, оно приносит вред. Электронная сигарета вообще в мире появилась в 2003 году, а у нас в России где-то примерно около 5-6 лет назад. И, наверное, она появилась все-таки с благой целью, чтобы бросить курить человеку, который употребляет длительное время. Но, к сожалению, получилось так, что употреблять электронные сигареты стали у нас, как всегда, самые, как сказать, подростки, подверженные люди. Это подростки, особенно с 14-12 лет и так далее. Потому что, если разобраться, электронная сигарета выпускает в кавычках дым, на самом деле это пар, да, и это среди подростков стало как бы новшеством. То есть вы знаете, что проводятся такие турниры, даже как пускание дыма, красивого пускания дыма и так далее, да. По сути, если разобраться, что такое электронная сигарета. Электронная сигарета – это резервуар для жидкости, нагреватель. И, ну, в общем, представляет собой как сигарету. То есть нагреватель нагревается, жидкость испаряется, и выходит у нас пар, который называют у нас дети дым. Но если разобрать состав электронной сигареты, туда входят в основном три вещества. Это никотин, пропиленгликоль и глицерин. Никотин может и не входить туда. То есть вот три вида сигарет электронных есть, где называется в кавычках пустая сигарета, никотин содержит 0 мг. Как бы в кавычках легкие сигареты электронные от 6 до где-то до 12 миллиграмм никотина содержат, и которые сравниваются с сигаретами с обычными. Это сильные сигареты от 8 до 25 миллиграмм никотина. Пропиленгликоль, если разобрать состав, да, ну, никотин, да, естественно... Звучит уже пугающе. Да, но дело в том, что никотин, он сам по себе, мы знаем, что это очень вредное вещество, мы знаем, что сейчас вот скажут, особенно подростки, ой, мы знаем, что такое никотин, нам постоянно читают лекции, рассказывают, но на самом деле, если разобрать, это очень сильный, фактически тот же самый наркотик. И как он влияет, это можно говорить и говорить. Пропиленгликоль, казалось бы, безобидное вещество, которое представляет собой бесцветную жидкость. Она входит в различные косметические вещества, может заменять плазму крови. Ну, вроде бы как все хорошо описывается. Глицерин взять, он входит в продукты, загуститель чая, кофе и так далее. Тоже, казалось бы, безобидное вещество. Но почему врачи бьют тревогу? Потому что это новшество, и входящий туда глицерин и пропиленгликоль, он неизвестно, только через десятки лет мы узнаем, как он влияет. Мало того, в электронную сигарету входит, почему еще детей привлекает, это ароматизаторы. Фруктовые, да, но, к сожалению, эти ароматизаторы могут содержать канцерогенные вещества. Потом дети аллергики, очень много аллергии, бронхиальная астма, бронхиты и так далее. И вот к чему я веду. Дело в том, что электронные сигареты, качество их неизвестно, ввоз неизвестен, да? ГОСТы здесь не выдерживаются. И какова вероятность, что покупается сигарета качественная? Это первое. То есть к чему может привести, да? Мы не знаем, что туда входит. В эту жидкость, которая продается, тоже не знаем, что входит. И потом эти электронные, так как нет за ними надзора, электронные сигареты могут очень часто взрываться. По миру уже тоже многие случаи известны, что электронные сигареты взрываются. То есть нагреватель, да? Вот. Ну и, естественно, если туда входит никотин, даже малая доза никотина, для подростка вообще не рекомендуются любые сигареты, естественно, электронные тоже. Да, потому что это страшный удар по центральной нервной системе в первую очередь. Да, дыхательная система, сердечно-сосудистая система и так далее. Вот.
Ну, вот изначально, как вы упомянули, производители электронных сигарет заявляли, что делается это все во благо, чтобы человек, который курит, смог, ну, безболезненно, скажем, ну, с наименьшим вредом для себя, для психического здоровья, смог бросить курить. Насколько это соответствует действительности, и были ли в вашей медицинской практике, ну, или, может быть, в бытовой подобные случаи? Вы знаете, здесь спорные вопросы по всему миру и по России идут. Между медиками тоже делятся группы. Среди врачей даже группы, несколько групп, которые одни говорят, что это совершенно безвредно, другие говорят, что это ну, нейтрально относится. То есть, ну, вроде как курит и курит, да? А есть группа врачей, к которой и я, кстати, отношусь, и это большая часть врачей, которые считают, что все-таки электронная сигарета вредна. Нет до конца, я вот сказала, что нет до конца изученных веществ, которые, как они влияют, вещества, которые входят в электронную сигарету, это первое. Второе, очень часто, и я знаю несколько людей, которые курили электронную сигарету, и после выкуренной электронной сигареты применяли дальше, опять же, обычную сигарету, потому что говорили, я говорю, зачем вы только что покурил? Он говорит, я не накуриваюсь этой сигареты, а для чего ты? Ну, когда-нибудь брошу курить. Далее, вот вопрос такой стоял, например, пассивное курение. Да, после электронной сигареты, так как он излучает все-таки не дым, а пар, пассивное курение меньше влияет на окружающую среду и человека, который находится рядом, но не исключает полностью. И потом, я еще раз говорю, что электронная сигарета создавалась для людей, которые хотят бросить курить, то есть со стажем большим, да, а курят-то подростки, курят-то дети. То есть это новшество, это интерес. А можно спросить любого подростка, для чего это? Ну, потому что это модно. Да, потому что это модно. Но ты же не куришь, ты же не употребляешь. Зачем тебе модно? Ну, модно, естественно, модно, но ты же не знаешь состав этой жидкости. Ты же не знаешь, где ты это купил, подтверждение того, что это хорошее качество, правда же? Вот. И чем это влияет, я еще раз говорю, что туда входят также и канцерогенные вещества, и аллергические. Если ребенок аллергичен, а дети у нас аллергичные почти все идут, то неизвестно, чем это закончится. Ну, если говорить о ситуации в целом, то, на ваш взгляд, в республике сейчас идет волна популярности электронных сигарет. И, ну, помимо подростков, какой основной еще может быть возрастной состав людей, которые подсели, скажем так, на это дело? Ну, возрастной состав, что подсели, это вот как раз и меньше. Подростки все-таки, да, все-таки подростки, потому что люди, которые курят сигареты, которые с большим стажем, они вот на эти новшества-то особо не бросаются. По крайней мере, в Якутске я точно знаю, что люди, которые курят, они курят в основном обычные сигареты. Вот как раз подростковая часть, начиная от 14-12 лет, и не сколько из-за того, что бросить курить или начать, а вот как раз то, что появилась мода. И это, да, это увеличивается, что самое интересное, что увеличивается. И у нас в интернете, к сожалению, производители электронных сигарет к этому и сами провоцируют, то есть говорят, что пассивное курение никак тут не проявляется, никак эта зависимость не возникает, можно ведь и курить и без никотина, ничего страшного. Поэтому ребенок, конечно, читает, и если родители ему не объясняют, если это вот не доносить через СМИ, да, если не проводить лекционные беседы и так далее, не объяснять ребенку, то, конечно, он попробует, потому что производители пишут безвредность. Но если говорить о подростках, что именно они вот сейчас основной потребитель электронных сигарет, можно ли говорить о том, что родители тоже начинают бить тревогу в связи с этим повальным увлечением? К вам обращались родители подростков? Приводили, может быть? Нет, вот я не скажу, что приводили, но спрашивать, по крайней мере, спрашивали. Дело в том, что, к сожалению, родители не всегда подходят, даже если ребенок в первый раз употребил там алкоголь, просто покурил, да. То есть родители к этому относятся, вот, к сожалению, еще раз повторяю, не очень хорошо стараются скрыть. А ведь наоборот надо привести не обязательно к наркологу. У нас ведь есть и психотерапевт в поликлинике, да, и в стационаре, и психологи работают. То есть, может быть, сначала надо было обратиться к таким специалистам, а потом уже обратиться непосредственно к психиатру-наркологу. Поэтому, конечно, вопросы такие родители задают, и тревогу-то они бьют. Но надо ведь начинать все-таки с семьи. Чаще всего подростки, которые что-то пробуют, или сигареты, электронную сигарету, они видят это все дома. То есть все это приходит из семьи. Поэтому самое главное, надо начинать... Своим примером показывать, своим примером нужно показывать, делать, что курить вообще не нужно. Оно ни для чего. Так же, как употребление алкоголя.
Но вот та законодательная инициатива, с которой вышел ЛТМ о запрете электронных сигарет, насколько, на ваш взгляд, она может оказаться эффективной и что это может дать, если все-таки этот закон будет на региональном для начала уровне принят? Знаете, вообще я проект этот на самом деле поддерживаю, так же как когда-то издали употребление алкоголя ограничения во времени, да, все равно это свои плоды принесет. То есть хотя бы какой-то контроль будет за ввозом электронных сигарет, продажей вот этих жидкостей и так далее. Но опять же страшно то, что святое место пустым не бывает. Опять найдется что-то новое, 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 так же как и при наркотиках, которые появляются постоянно новые. Да? Следить фактически невозможно появление новых наркотических веществ, а ведь никотин это тоже наркотическое вещество. Вот. Но я думаю, что все равно свои плоды принесет за этот законопроект. По крайней мере, детям, подросткам хотя бы будет подконтрольно, что это не будет продаваться. Ну а взрослый человек должен сам научиться контролировать то, что ему нужно, что не нужно, и понимать, какой вред он может принести своей семье, своим детям, внукам и так далее. Но еще одна законодательная инициатива сейчас обсуждается. Это предложение штрафовать родителей детей, которые были застигнуты за курением. Это, как вы думаете, даст ли? Знаете, я тоже об этом недавно прочитала и прямо аплодировала, сидела, за что муж так улыбнулся со стороны. Я считаю, что это правильно, а почему бы и нет? Если невозможно как-то по-другому, методы никогда не действенны, то когда-то надо где-то кнут, где-то пряник, правильно? Поэтому метод кнута здесь будет, я думаю, что, ну, со стороны, как сказать, если как нарколог, конечно, я поддерживаю, а со стороны родителей я в одном случае понимаю, что невозможно уследить за детьми, которые там после школы или где-нибудь там после училища, несовершеннолетние имеются в виду дети, да, выбежали где-то, покурили на переменах. Ну, надо контролировать, стараться ребенка, объяснять ребенку. Ну, думаю, что все равно это действенные методы. Ну, если взять, кроме вот этих действенных методов, которые, скажем так, принуждают людей бросать курить или не начинать курить, для уже курящих, какие есть хорошие, проверенные способы, что вы посоветуете тем людям, которые решили бросить курить? Значит, существует очень много методов лечения. Тоже скажу, что, к сожалению, вот у нас в России, ну, вообще в России, не только в Якутии, к этому относятся, к лечению как-то так вот, ну, курю да курю, не пойду, что я приду, скажу врачу, что я курю, что ли, и все. Но существует все-таки лечение, и если человек хочет бросить курить, то к этому нужно прибегать. Есть несколько. Это первый, самый хороший метод, самый действенный, это махом бросить курить. То есть человек сам прекращает, он понимает, к чему это может привести, каким заболеваниям, и бросает курить, и старается как бы придерживаться. Но все мы люди, да, у каждого человека своя психика. Своя сила воли. Да, своя сила воли. Поэтому лучше применять общее лечение, значит, это вот махом бросить курить, но в то же время подойти к наркологу, объяснить ситуацию, применить метод такой, как обращение к психологу, да? То есть поведенческое называется метод лечения, где с тобой работают психологи, психотерапевты. Плюс к этому медикаментозно это заместительная терапия. То есть те же, которые сейчас говорят, да, что там пластырь, но тот же пластырь, тот же табекс, таблетки и так далее, там никареты, там, если это все в комплексе сделать, то я думаю, что польза все-таки будет. Естественно, человек же хочет это сделать, хочет бросить курить. Плюс сейчас появляются инновационные методы, то есть препараты, которые блокируют в коре головного мозга желание курить. Вот. И, значит, если это все объединить, то, и включая силу воли самого человека, помощь нарколога, то я думаю, что от этого все-таки можно избавиться. Светлана Сергеевна, будем надеяться, что нас с вами сейчас услышали сомневающиеся и сделали для себя верные выводы. Спасибо вам за беседу. Всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях была заведующая наркологическим отделением Якутского наркодиспансера Светлана Шемякина. До встречи в эфире.